Сегодняшняя встреча была приурочена к исполнению тех поручений, которые были оглашены на встрече президента с Кабинетом министров. И Кабинет министров было принято распоряжение во исполнение этого поручения. Мы решили вот по второму вопросу этого поручения, именно касаемо оказания меры поддержки сельхозпроизводителям и фермерам на местах на селе, какие меры, какие предложения мы могли бы подготовить. Мы решили, вот Министерство сельского хозяйства вместе с руководством Кабинета министров организовали встречу именно с этой категорией сельхозпроизводителей и фермеров. Тут, как вы заметили, не принимали участие большие предприятия, занимающиеся производством тех или иных видов продукции, в виде производителей алкогольной продукции там, или других. Мы имели именно в виду тех людей, которые небольшие фермерские хозяйства на селе. На самом деле никто не исключал из программы льготного кредитования предлагать проекты по сельхозтематике. Вообще никто не исключал. Дело в том, что условия, принципы, подходы льготного кредитования, вот вы говорите под 6% годовых, но это предыдущие годы. У меня такие есть мысли, на мой взгляд, что нам, скорее всего, под 6% больше не удастся привлекать, потому что в то время ставка была рефинансирования другая, сейчас совсем другая. Вот. Но неважно, сейчас не в этом суть. Рассматривать можно и сельхозпроекты вообще спокойно. Но мы же все прекрасно понимаем, льготное кредитование, ключевое слово кредитование. Обеспечение должно быть. Если проект предлагается, допустим, по строительству гостиницы, то, ну или там другого недвижимого имущества, то тогда обеспечением становится будущий объект. В этом случае весьма сложно. И учитывая, что сельское хозяйство, оно в большую группу риска предпринимательства входит, конечно, сложно будет рассматривать. Это точно. Но правильно совершенно вы здесь говорили все. Первый шаг должно сделать государство. Если оно не сделает, не покажет вектор, куда мы должны двигаться, в том числе в сельском хозяйстве или там в агропромышленном комплексе целиком, тогда будет вот так вот разрозненно. Давайте это попробуем, давайте то. Вот мы определяем, что нам нужно вот по этой пути, по этому пути 5 лет идти. Все, мы здесь наладили, там дальше следующий период. Пока не сделаешь, границу не перейдешь. Если отсрочку дают, мы не смогли забыть. Это связано. Атагылазаашьа ичеим безбанзара кто-то по ашхалитно и мачный фото зона гутапио что-то лай юзет синход и лора ханхоч кончара хошира анзо вадзензанас уяги херонзаги надзом и хо адно по чугара танчуп куда танчуп хурей танчуп бранки и чета або как-то поирова ну покаж уже хочу мазара чурцин чурцин на свой народ и фергив народ это было за шазе ванзиги анира и нуцарджу и нисо как-то чакапа чего за черти а вот корчима за раан а президент хаюй народ